Третья школа сельского поселения Сурхахи функционирует с 2001 года. Последние 10 лет учреждение находилось в ветхом состоянии. Старые деревянные окна продували и толком не открывались. Крыша протекала. Проблемы с отоплением. Вода слабо доходила до 2 и 3 этажей, а подвалы находились в аварийном состоянии. За 22 года эксплуатации объекта это первый капитальный ремонт трехэтажного здания. За 3 месяца выполнен значительный фронт работ. Полностью обновили штукатурку, зашпаклевали стены на всех 3 этажах, очистили вентиляцию, полностью обновили окна. Сейчас рабочие завершают укладку плитки. Начали демонтаж старых дверей. Скоро приступят к малярным работам. Слаботочная система процентов на 90, отопление, канализация, водоснабжение тоже процентов на 97, на 98, можно сказать, закончили. В ходе работ учтены все требования безопасности. Пожарная сигнализация, аварийные выходы, видеонаблюдения, обновлена проводка. Также провели ремонт пищеблока и столовой. Капремонт школ включает в себя не только реконструкцию здания. Подрядчики оснастят школьные кабинеты современным оборудованием. Практически в школе ничего не было. Мебель была старая. Я в 85 году закончила школу. Вот именно в то время были эти парты. Я не знаю, как они в этой школе оказались, но сейчас и мебель, и компьютеры, и интерактивные доски, и для гардероба, и для столовой. Вся мебель и все оборудование будет новое. Капитальный ремонт школы проводят в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Выделено более 100 миллионов рублей. За качеством выполнения работ следит Технадзор. Замечания сразу устраняются. Тут таких глобальных замечаний бывает, мелочи всякие. Данный объект даже чуть-чуть опережает по срокам. Строители отмечают, реконструировать куда сложнее, чем строить с нуля. И в ходе капитального ремонта рабочим приходилось сталкиваться с рядом сложностей. Самыми тяжелыми оказались подвальные помещения. Они круглогодично были затоплены. И, как оказалось, причина была не только в осадках. Оказывается, мы только сейчас об этом и узнали. Эта труба прорвалась дальше от школы, и она, вот эта водосточная труба, она вытекала. И помимо дождей, и даже это способствовало накоплению воды. Первым делом выкачали всю воду, провели ремонтные работы. Оказалось, что подрядная организация, которая строила школу, изначально были допущены грубые ошибки при прокладке водопровода и электрической проводки. Сейчас все нарушения устранены. Они сделали проем. В этот проем они положили, получается, трубу водопроводную. Рядом с ним прямо высоковольтная линия была, провод высоковольтной линии. И все это было не закрыто, то есть проем был не закрыт, который находится, в принципе, под землей уже. И вода оттуда тоже заходила в подвал и здесь оставалась. Получается, мы это все исправили. Преобразилось здание и снаружи. Полностью обновлен фасад школы. Также заменили кровлю. За счет личных средств подрядчик сделал наружную электрику, поменял водопровод. За свои же деньги планирует проложить асфальт на задней территории объекта. Благоустройство дворовой территории не входит в программу капитального ремонта. Школа нуждается в замене забора, обновлении брусчатки и не только. По этим вопросам руководство школы намерено обращаться в Министерство образования. По всем документам этот забор изначально в проекте осмотрела, он проходит как 2,5 метра. Но каждый раз, когда приезжают соответствующие структуры, проверяют, там всего лишь 1,5 метра, не соответствует стандарту. А вот задняя сторона забора, она уже готова свалиться. Ее немножко так подтолкнуть, этой стены не будет. Я даже боюсь, что повторится та ситуация, как в той школе в Назрановской свалилась стена. Завершение капитального ремонта любимой школы с нетерпением ждут педагоги, школьники и их родители. С 1 сентября Альма-Матер будет полностью готова к образовательному процессу, обещают подрядчики. Программа капремонта создана по поручению Владимира Путина. Согласно ей, в ближайшие 5 лет в порядок приведут более 7 тысяч школьных зданий страны. На эти цели до 2024 года включительно Кабмин направит 92 миллиарда рублей. Диана Дударова, Джамалил Султыгов. Новости 24.